Черешневый сад в Малгобекском районе раскинулся на территории 42 гектаров земли. В прошлом году здесь посадили 35 600 саженцев, а в качестве сорта была выбрана черешня крупноплодная. О качестве приобретенных саженцев директор предприятия Ахмед Галаев вовсе не переживает, ведь к закладке собственного сада фермер подошел со всей ответственностью. Загодя обработали землю, сделали разбивку столбов и подготовили почву к посадке саженцев. Идея о создании собственного бизнеса зародилась еще 3 года назад. У меня друзья есть, находятся в Молдавии, у них этот опыт уже есть, они там уже благополучно работают и довольно-таки давно. Вот они мне давно уже советовали, почему бы не начать, не попробовать. Потом, взяли землю в аренду, посмотрели, сделали анализ земли. И именно для этого сорта, и климат, и сама земля, анализ земли полностью подтвердился, что для сорта черешни все подходящее. Вот только для богатого урожая этого недостаточно. Очень важно, чтобы деревья были здоровыми и, соответственно, приносили хороший урожай. Сразу после высадки первых деревьев провели работу по подпитке саженцев специальными удобрениями, а лекарствами от вредителей их опрыскивают чуть ли не каждый день. В вторую очередь уже идет опрыскивание. Опрыскивание есть несколько гербицидников, которые мешают сорняку. Они полностью уничтожают сорняк, при этом абсолютно не нанося никакой вред самим саженцам. Потом опрыскивание уже как подпитка, саженцы молодые, чтобы они немного, у них была помощь. Сейчас идет повторная обработка саженцев опрыскиванием. И также несколько слоев сделано дискование, потому что в этом году осадки были обильные, и плюс солнце, и сорняк растет очень хорошо, поэтому обработка несколько слоев. Метр за метром, ряд за рядом, раз за разом трактор опрыскивает каждое дерево. За рулем спецтехники профессионал своего дела Халаш Исаев. Несмотря на жаркую погоду, работа не пыльная, делится Халаш. Тем более, что для работников здесь созданы все необходимые условия. Что входит в твои обязанности? Дисковать, культивировать, опрыскивать. А вот работа сама по себе сложная? Да не, нормальная работа, легкая. Не тяжело работать. То есть сейчас жарко, вообще у тебя как? Да не, нормально, кондиционер стоит, все в порядке. Для тщательного ухода за садом агрономы используют самые современные технологии. К примеру, здесь установлена многоуровневая система капельного орошения. Вода из Алханчурского канала поступает на фильтрационную станцию, расположенную здесь же, неподалеку. Эти фильтра, как вы видите, их большие фильтра, 5 штук, они песчаные. Вода полностью проходит все степени очистки, и дальше уже выход вот эту магистраль, и по этой вот трубе, как вы видите, она дальше пошла туда и уходит в поле. Полностью дальше уже, опять же, по центральной улице у нас проходит труба диаметром 225 миллиметров, и от него уже уходят рукава. И полностью по всем клеткам, мы их называем клетки, это вода расходится дальше уже 160 диаметра, там 90, и последняя капельная, сама уже капельное орошение, труба диаметром 20 уже миллиметров, через которую уже происходит сам капельный полив. Поступая в центральную трубу и пройдя все степени очистки в фильтрах, вода попадает на поле. В итоге деревья получают постоянную дозированную подпитку живительной влагой. Пока что саженцы черешни высотой не более 50 сантиметров, поэтому на этом этапе аграрии протянули только один слой проволоки для поддержания правильного роста. В дальнейшем уже будет еще один ряд сверху контрольный, сама будет, на самом верху уже будут, они называются колпачки, насажены эти колпачки, и на них уже сверху будут растянуты, опять же, проволока большей толщины, 4 миллиметра, и на них уже идет антиградовая сетка. Это на тот случай, если там град побьет, чтобы потерь не было. Через пару лет после того, как созреют первые плоды, агрономы надеются собрать с гектара до 17 тонн черешни, а полученный урожай планируют реализовать на местном рынке, в перспективе поставлять продукцию и в соседние регионы. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.